Добрый день. Продолжаем вести рассказы о нашем приюте. Мы приближаемся уже к 5-летию. Даже самим не верится, что с какого-то разбитого сарая, вообще с разбитого сарая и мусорника внутри этого сарая, мы сделали, мне кажется, уже почти шикарное здание. Конечно, это здание сделали вот два основных мужчины. Вячеслав и Андрей. Вообще огромная благодарность. Сделали чудеса. Крышу перекрыли, стены переделали, утеплили. И я бы хотела сказать, вот смотрите, если вот 2-3 мужчины, там кто еще приходил помочь нас, где-то 5 женщин, и из разбитого сарая, непонятного помещения, заброшенной территории сделали условия для жизни животным. И я считаю, отличные условия, потому что они приходят сами уже к нам, сюда приходят. Вот сегодня пришла собака сама, чуть ли в калитку не постучалась. Почти месяц бродила по поселку и каким-то чудом, каким-то образом поняла, что надо ей здесь жить. Вот мы забрали этого животного. И начинали мы с 3 собак. 3 же у нас собаки было вначале. 3. Крим, Майхал и это Маргоша. Да. И сейчас у нас уже было 60. Сейчас, а если вместе посчитать, то где-то 120. 60 собак уже живут у себя по домам. И что мне хотелось бы сказать? Дело в том, что если вот нас несколько человек, без всяких вот дотаций, без денежных вливаний со стороны, ну, можно сказать, администрации, вот, ну, государства, смогли спасти жизнь этих животных, которые вообще теперь никакой опасности не представляют, то представляете, что можно было бы сделать, если бы была возможность построить государственный приют и также их любить, заботиться о них. Вот посмотрите, какие у нас вольеры, посмотрите, какое здание. Я вообще хотела бы дать слово сказать мужчинам, основным нашим помощникам, что они нас вытерпели и как они нас вытерпели, чтобы как наша цель превратилась в явь. Воплотилась в жизнь. Воплотилась в жизнь, да. Да, ну вот мы с Андреем Надичем действительно тут с первых дней и по сей день. Действительно начиналось все с некой такой затеи. Как бы думали, ну, наши женщины поиграются, наверное, то все закончится. Но на самом деле все оказалось серьезней. И это их, скажем, увлечение превратилось в некую работу, такую волонтерскую, всерьез и надолго. Вот действительно уже 5 лет. И действительно за 5 лет вот это здание, оно, как говорится, имеет место быть. Из того сарая, который был разбит, полуразрушен, продувался насквозь, промораживался. Благодаря вот стараниям нашим, ну, так, не для красного словца, но действительно, свободное рабочее время, утеплен, обшит, перекрыт. Теперь там не течет, не капает. Есть оборудована система водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электричество. Все есть. Вот, то есть все созданы все условия для того, чтобы ухаживать за собаками, скажем так. Ну, безусловно, на проблемах, хотелось бы сказать, потому что они есть на каждом шагу буквально у нас эти проблемы, начиная от кормления, лечения, ухода за собаками и так далее. Одной из главных проблем – это проблема выброшенных животных. Она остается действительно по сей день актуальной, и мы знаем, видим это на каждом шагу. Вот сегодня пришла собака буквально выброшенная, избитая, никому не нужная. Почему так происходит? Ну, я думаю, что, кажется, в наших силах это как-то изменить. Прежде всего, конечно, должны быть на государственном уровне приняты какие-то законные акты, которые бы, скажем так, регламентировали вот эти взаимоотношения человека и животных. Да. То есть, я понимаю, так, я думаю, это общее наше мнение, что должны быть законы, в которых четко прописано,
что как человек берет это животное, что он обязан делать с этим и так далее. Ну, это прежде всего, конечно, повышает уровень ответственности. Если сейчас так взял, поигрался, выбросил, это такого быть не должно. То есть человек берет на себя ответственность раз и навсегда. С начала жизни животного до конца. Ответственность по его содержанию, по уходу за ним, вакцинации и так далее. Если это будет, если каждый осознает это, свою ответственность, меру ответственности за это, то у нас не будет выброшенных на улицу животных. И не будет вот этот бесконтрольный приплод, который у нас имеет место не только в Айхале, но по всей стране. Мы знаем, что каждый день у нас кто-то погиб, кто-то изранен из-за бродячих собак. А что это за бродячие собаки? Это те же собаки, которые жили у кого-то дома, которые были выброшены, которые озлобились, как говорится, на весь белый свет. Но не их вина, наверное, в том, что они на улице. Поэтому все зависит, конечно, от нас. И от каждого конкретно, и от всех вместе. Вот, конечно, надо работать над этой проблемой, она решаемая вполне. Со временем это все можно решить. Вот, но только, конечно, это делать нужно сообща. Население пригласить. Да, все, конечно, все должны участвовать. Финансово, либо, значит, своими, как говорится, руками, добрыми делами и, главное, пониманием того, что эта проблема существует и что ее можно решить. В свое время нечаянно пообещал жене помочь с обустройством одной комнаты. Как они хотели начинать, одну комнату утеплить, чтобы там могли собаки переночевать, пережить, перетерпеть зиму. Ну вот мы мучаемся 5 лет с ихними хотелками, со всеми с этими вот прибамбасами. А куда деваться? В принципе, тоже ж понимаешь, что собаки это не люди. Это человеку проще, он может пойти найти работу, там, заработать денег на еду, на все остальное. А это вот беззащитное существо, которое только во многом зависит от человека. Поэтому я как-то не стыжусь, и мне не стыдно, что я вот прихожу сюда в свое свободное время, занимаюсь, помогаю. Вот плод моих трудов, работы. Вот со Славой мы вместе фактически вот это вот все подняли. Это за свои выходные дни. И не стыдно. Я даже горжусь где-то в какой-то степени, гордость, да, что я вот это могу сделать. Что вот эти вот четвероногие лопоухие создания, я захожу сюда, они меня любят. Да? Радуется. Особенно вот этот. Вот этот вот парень. особенно. Этот парень. Да. Это начало. Это сам первый Айхал его и назвали. Маленьким щенком Что попал еще к нам. Ну, приходите, помогайте, да. Да. Приходите, помогайте. Гордитесь этим даже. Не думайте, что это какой-то, ниже вашего достоинства. Это наоборот. Вас, поднимет самого себя выше, гордость. В своих собственных глазах вы себя уважать начнете, люди. Не сидите вы на этих диванах и телевизор только смотреть и обсуждать, что мы тут гребем или не гребем. Вот я и хотела об этом сказать, что лопатами. Многие не знают, что происходит в приюте. Они считают, что тут все сделано, поставлено на государственной основе, что государственным платят. Да, и... Все. Я им предлагаю, придите, посмотрите, поучаствуйте, пожалуйста. И вы тогда будете разговаривать со мной предметно, а не просто так. Да, вот и все. Да. И мы хотим сказать о финансировании. Еще раз повторяю, и могу 10 раз повторить. Нам никто денег не дает. Мы выигрываем конкурсы, гранты, на эти конкурсы, гранты делаем ремонты. Вот сейчас очередной будет грант президента Якутии, и мы готовимся к нему, потому что без грантов, субсидий мы не сможем содержать. И мы не являемся, вот как говорят, попрошайки. Нет, мы иногда просим на что-то, но другие приюты, вот такие вот волонтерские, они живут только на пожертвования.
Но мы пытаемся сами зарабатывать. Вот зарабатывать именно грантами. Но еще хочу сказать, в этих грантах нет статьи «зарплата». Там есть как? Вы хотите стройматериалы, вы выиграли, купили. А работа должна быть бесплатная, иначе вы этот грант не выиграете. Потом по гранту еще как мы... что мы еще? Отопление делали, водоотведение. И мы для этого еще, помимо этого, занимались с детьми, ходили в школы, читали лекции, чтобы детей воспитали, хотя бы детей воспитать в любви, понимании, заботе о животных. Потому что все животные – это божьи твари, как говорится. Их создали для того, чтобы мы включили свои мозги и поняли, что мы люди, должны о них заботиться и спасать. И вот это живодерство, что расстрелять, убить, мы все против, категорически. Вот на примере нашего приюта можно показать. И собаки живы, и люди не боятся, и в поселке собак почти нет. Ну, правильно? Вот. А финансирование, конечно, бы мы хотели, чтобы финансирование было совместное с администрацией, с муниципалитетом, чтобы мы точно знали, что у нас есть рабочий, у нас есть сторож, у нас есть ветеринар, все, а больше нам никого не надо. Тогда дальше все дело пойдет на отлично. Еще раз хотел бы сказать по поводу отношения, так сказать, населения, каждого конкретного человека к нам. Отношения разные. Радует то, что большинство понимает существующую проблему и откликается всячески, и финансово, и любая помощь оказывается. Но есть люди, к сожалению, которые не понимают, не верят, и которые привыкли все мерить только деньгами. И именно от этого контингента можно услышать: да вы там лопатами гребете деньги, да вы там насчет финансирования существуете государственного. Поэтому мы можем тут плодить бесконтрольно собак, вам подкидывать, и ваше дело с ними возиться. Это не так. Вот. Никакой зарплаты нет. Вот администратор, бухгалтер, юридические услуги. Это все со стороны волонтеров. Бесплатно. Люди просто по доброте своего сердца помогают как могут. Вот и все. А работы очень много. Ведь надо договориться, допустим, о кормах, где-то значит, взять переноски на перевозку, договориться о кормах, договориться о сене, да. перевозки и прочее. Логистика очень сложная. Ведь это все стоит денег, и больших усилий стоит договориться о том, чтобы бесплатно или за минимальную цену, скажем, осуществили перевозку тех же вольеров, тех же будок, кормов каких-то и так далее, и так далее. Это очень сложно. И Татьяна, без привлечения сказать, она тянет буквально в настоящее время, с утра до вечера. Человек на данный момент на пенсии, но тем не менее все свое время, если не 24, то 2 часа в сутки посвящает именно приюту. На ней все эта черная неблагодарная работа. И обидно, когда люди начинают хаять. Придите, посмотрите, окуните вас во все это. Ведь это действительно очень... И другим не дают. Это очень сложно. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы были последователи у этого дела, чтобы приходили молодежь, взрослые, опытные люди, подключались и всячески помогали. Только все вместе мы решим проблему бездомных животных. Спасибо. У нас есть и волонтеры, и вообще низкий им поклон, и вообще особая благодарность. Это Галина Владимировна и Оксана Викторовна у нас. Они занимаются полностью лечением животных. Прививки мы закупаем, пишем. Олеся приезжает в назначенный день, делает прививки. А остальное все делает Оксана у нас и Галина. Тут поцарапались, кто-то укусил, что-то подрались. Я не знаю, мне кажется, такие девочки у нас, женщины-виртуозки, мне кажется, что дали бы им разрешение, они бы, наверное, операции сами сделали, и не хуже всех ветеринаров. Ничего не боятся, все могут сделать. Без них, конечно, тоже приюту было бы очень сложно. Галина, немножко скажу о Галине Владимировне. У нас, когда, получается, собака очень болеет, у нас уже руки опускаются, что даже ничего не могут сделать ветеринары тоже. Назначат какое-то лечение, но видим, что лучше им не становится.
она решительно забирает эту собаку к себе домой. Забирает к себе домой, спасибо ее мужу, Григорию Петровичу. Он не отказывается, вместе с ней выхаживает. Они со шприца их кормят, и они им дают лекарства, они их пеленают. Ой, ну это чудо, конечно, это такое спасибо. И они вот очень много, собаки живы только благодаря им. Сейчас вот у Галины Владимировны где-то 7 наших собак на передержке. Конечно, им потом сложно с ними расставаться, но зато они потом здоровы 100%. Сейчас даже как получается, что собака здорова, но она не социализирована, она очень боится, например, окружающих. Все-таки в приюте много же собак. Кто-то смелый, а кто-то не смелый, а они же чувствуют, кто боится, начинают то рычать на них, то гавкать, то куснуть. К людям они некоторые боятся идти. И вот она забирает их домой, социализирует и потом возвращает уже готовых собак, которые ходят на поводке, которые никого не боятся. Вот. Здорово. Потом у нас еще Радлугина есть, Валентина. Ну, она у нас по технической части. Поводки сшить, ошейники отремонтировать. И еще она как-то... Ну, они ее слушаются. Сейчас.